Здравствуйте! В эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем вам самые интересные новости. В студии Юрий Осипов. По прогнозу гидрологов, весеннее половодье в этом году будет проходить сложно, поэтому якутянам следует готовиться к сложному развитию ледоходной обстановки. В эти дни в Заречной группе районов под руководством первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова проходят заседания комиссии ПЧС республики по подготовке пропуска весеннего половодья. На собрании обсудили меры подготовки к паводкоопасному периоду. Руководству районов напомнили задачи, которые предусматривает весеннее половодье. В первую очередь, конечно, это подготовка мест эвакуации, подготовка продуктов питания, всех необходимых средств, в том числе или в первую очередь средств для обеззараживания воды. Также в этом году проводится зачернение льда на 7 участках. Всего 17 пригородных хозяйств занимаются овощеводством. Среди них в хозяйстве «Долина» этим летом планируют посадить в 33 теплицах разные сорта овощных культур. Для этих целей построят еще 10 новых теплиц, а в действующих тепличных постройках посажено более 100 тысяч растений. Из этого числа большая часть саженцев – это рассада огурцов. В теплицах круглосуточно поддерживается тепло, внутри плюс 25 градусов Цельсия. Если прошлым летом только за один месяц собрали 180 тонн огурцов, то в этом году намерены собрать в 1,5 раза больше. В этом году мы посадили около 70 тысяч рассад чисто огурцов, около 50 тысяч рассады помидора. И по мелочи, если считать, там кабачки, баклажаны, перцы, дыни, арбузы тоже посадили. Ихний уход, главное держать вечернее, ночное время температуру, а температура в теплице не должна быть ниже минус 25 градусов. На руках у меня 7 договоров, составленных на этот год. Думаю, еще ближе к сезону рестораны, магазины тоже будем созваниваться, будем заключать договора, будем ездить на доставку. Радостное событие отметили жители Намского улуса. Еще один детский сад распахнул свои двери в селе Второй Хамустах. Дошкольное учреждение рассчитано на 75 мест, на территории оборудованы игровые площадки. В новом красивом учреждении самые современные условия. Детям будет комфортно, интересно учиться и развиваться. На сегодняшний день сад уже укомплектован мебелью и оборудованием. Кабинеты педагогов оснащены в соответствии с самыми строгими современными требованиями. Сегодня я горжусь открытием нового детского сада. Очень даже волнуюсь и радуюсь, и горжусь этим открытием, которое работают мои коллеги. Сегодня мы приехали с ветеранами, которые вместе работали, и поздравили, сказали слова благодарности и наши поздравления. Дни Хангаласского улуса провели в Якутске. Это событие примечательно тем, что не проводилось более 10 лет. Одной из причин называют близкое расположение улуса к столице республики. Что показали хангаласы землякам и жителям Якутска в эти дни, расскажет Виолетта Засимова. Дни Хангаласского улуса проходили сразу на нескольких площадках, но основное действо происходило в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. В первый день здесь были развернуты различные выставки и ярмарки декоративно-прикладного искусства, товаров местного производства, туристических брендов района, книг и печатной продукции. Надеюсь, что с проведением Дней Хангаласского улуса наше сообщество будет крепчать, активнее работать и поддерживать инициативы, исходящие из нашего родного улуса. Кульминацией Дней Хангаласского улуса стал концерт художественной самодеятельности. Посмотреть на талантливых и артистичных земляков пришли много выходцев из района, живущие в столице республики. Со всех наслегов Покровский есть, Улаханан, еще Булганяктак, да? Качекацы. Мы сейчас вот все вместе ходим, дружим, общаемся. Очень хорошо и классно. Более 25 номеров подготовили хангаласы для концерта на сцене Дома дружбы народов. А открывал программу певец Иннокентий Васильев «Легентей». Программа Дней Хангаласского улуса также включала шахматный турнир памяти титулованного шахматиста Рудольфа Борисова. В Сахатеатре представили 2 выставки о семье Ксенофонтовых и показали спектакль «Камюль». А в педагогическом институте СВФУ рассказали о проекте социального воздействия в сфере образования, внедренном и действующем в Улусе. Виолетта Засимова, Якутск.
лежал, уткнувшись в снег. В Санкт-Петербурге спасли потерявшего маму истощенного детеныша серого тюленя. Местные рыбаки обнаружили на берегу Финского залива животное и сообщили специалистам. На место выехали сотрудники фонда друзей Балтийской нерпы и поймали неокрепшего малыша. Накрыли одеялом и накормили. Истощенного тюлененка доставили в Центр спасения тюленей в Регино. В ведомстве добавили, что вес детеныша всего 15 килограммов, а в начале самостоятельной жизни малыш должен весить более 40 килограммов, чтобы не мерзнуть и учиться охоте на рыбу. К нам поступил первый в этом сезоне тюлененок. Найден он здесь вот рыбаками на дамбе в комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга. Это маленькое исхудавшее животное, которое не могло находиться в холодной воде. Его вес составлял около 15 килограмм. При нормальном весе у этих животных для начала самостоятельной жизни должен быть около 40 килограмм. Когда я приехал за ним, он лежал, уткнувшись носом в снег, и, в общем-то, выглядел очень грустно, но в процессе ловли немножко взбодрился из последних сил. Пытался обороняться как-то, там шипел, пытался вертеться, отталкивать меня, да. Но, в общем-то, конечно, силы были неравны, и пришлось, мы его смогли захватить. Специалисты фонда намерены откормить тюлененка за 1,5 месяца, чтобы он набрал массу и смог приступить к самостоятельной жизни, после чего животное выпустят на свободу. В водоканале напомнили, что в связи с таянием льда на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области повышается вероятность обнаружения щенков тюленей и нерп, оторвавшихся от кормящих самок. В случае обнаружения животных их нельзя трогать или пытаться оказывать им самостоятельную помощь. Вместо этого следует сразу обратиться к специалистам фонда друзей Балтийской нерпы. В Мирнинском районе, поселке Алмазный, пошла эстафета «С папой к победе». Соревнования отцов и детей в районе проводятся с 2008 года, и каждый год тематика эстафеты меняется. На этот раз она прошла на военно-патриотическую тему. Подробности далее. Соревнования отцов и детей в Мирнинском районе проводятся с 2008 года. С тех пор они пользуются большой популярностью. С каждым годом желающих участвовать в эстафете становится все больше. В этом году эстафета прошла на военно-патриотическую тематику, где приняли участие 18 команд с разных поселений. Занимаемся здоровым образом жизни. Мне нравится, когда соревнования, чтобы дочь тоже спортом занималась, с людьми общались. Это как бы весело и вообще как бы полезно. Такие соревнования направлены на то, чтобы повышать роль отца в семье, пропагандировать здоровый образ жизни. Работают они и на то, чтобы семья вместе проводила свой досуг. Дети, участвуя в таких мероприятиях, защищают честь семьи. Они никогда такой досуг не забудут. И в будущем в своей же семье, когда они вырастут, тоже будут проводить такой досуг со своими детьми. Поэтому это мероприятие имеет очень большой смысл. В течение дня команды собирали автоматы и проверяли знания правил дорожного движения, участвовали в эстафетах и визитных карточках. Мы участвуем не первый раз, стараемся каждый год участвовать. Нам нравится позитивный настрой, настроение участников. Хоть и в этот раз, конечно, очень заманчивые призы и очень серьезная конкуренция в этот раз. Но люди, отцы с папами, папы с дочками, с сыновьями участвуют, на ходу придумывают какие-то там сценические себе образы. По итогам соревнований 3-е место заняли семья Колокановых из Мирного, 2-е место семья Ивановых и на 1-е место выбрались семья Кокориных из Алмазного. Все победители были награждены денежными призами, которые выделила администрация района. Анна Васильева, Мирный. Более 200 человек совместно со своими питомцами вышли на дистанцию в 2 километра в московском парке Битцевский лес в рамках кросса «Быстрый пес». Хозяева и мокрые носы различных пород стартовали по несколько пар с интервалами между группами, а победителей и призеров забега определяли по личному времени. По правилам состязания собака должна находиться на поводке на протяжении всего забега. Победителем забега среди мужчин стал Сергей Носов, который преодолел дистанцию за 6 минут 49 секунд. В женском зачете выиграла Алина Ромашова с результатом в 6 минут 50 секунд. Как сообщили организаторы кросса, все полученные от участников средства передадут на благотворительность в помощь бездомным животным.
Очень классная идея, потому что таких забегов не так много происходит. С собакой бегаем достаточно регулярно, и хочется вырваться, скажем так, на свободу и со всеми побегать. Главное, чтобы у нас был хороший контакт с собакой. А когда собака счастлива, то счастлив и хозяин. Поэтому наш результат – это просто отличное настроение собаки и хозяйки. Мы любители, мы не такие профессионалы, так что да. Ну и у нас порода такая не особо спортивная, так что нам перенапряжение лучше не испытывать. Но сегодня 2 километра не такая уж большая дистанция. В Приморской картинной галерее приняли на работу первого во Владивостоке диджитал-экскурсовода. Наши коллеги побывали на встрече, где робот сопровождает посетителей по залам музея, рассказывает об экспонатах, отвечает на вопросы и даже исполняет танец на прощание. Новый робот-экскурсовод умеет распознавать человеческую речь и лица, а также делать фотографии посетителей, которые они потом смогут получить на электронную почту. Конструированием модели электронного сотрудника занималась компания «Промобот», которая является резидентом инновационного центра Сколково. После экскурсии в компании электронного гида посетительница музея Анастасия Вайда отметила, что это очень необычный опыт. Мне кажется, это больше будет интересно именно для детей и, например, для более взрослого поколения, которые никогда с таким не сталкивались. Другой посетитель Евгений Басак считает, что, несмотря на свои достоинства, робот не может превзойти человека на данном поприще. Интересно, необычно, но все равно больше информации ты получаешь именно от живого человека, эмоции какие-то и какие-то... Не знаю, живой рассказ, он всегда интересен. А здесь немножко он как бы шаблонный, и ты получаешь более краткую информацию, факты и цифры. Пока что у робота нет имени, поэтому галерея объявила конкурс. На официальном сайте музея можно оставить свой вариант имени. Победитель, которого определят 21 апреля, получит персональную экскурсию от робота, а также сертификат и карту клуба друзей картинной галереи. На этом у нас все новости. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.